Можно вас попросить стопу кверху немножко поднять? Нет, нет, стопу только, стопу. Вот так, ага. Очень хорошо видны. Все, расслабьте. Все можно расслабить. Андрей, который накладывал вам электроды, он автор проекта поддержан, называется «Биологический паспорт спортсмена». Суть в том, что максимально создать большую базу знаний об одном спортсмене, вести его в динамике. 240 будет, да? Ну, мы вас пощадили. Бьет? Да. Хорошо. Голову отдала. Старайтесь не предугадывать, когда в следующий раз буду стимулировать током. Появились. Сейчас попадаем в стимул. Вот здесь вот считываем уже Держишь? мышечный. Это стимуляция нерва происходит. А это мышечный ответ от биполярного отведения. С икроножной мышцы. Вот сейчас мы снимаем. Так, Алексей, сейчас я посильнее стимульну, но один разик всего. Быстрая мышца у вас выдает очень хорошие, как сказать, амплитуды. Это, иными словами, вас ориентировать можно не только в скоростную работу, но и в силовую работу. Ну, тут в зависимости от решаемых педагогических задач, планировать тренировочный процесс надо под конкретные мышечные группы. Если этого не делать, надо, по идее, еще вот руки бы посмотреть. Давай. Ну что, значит, у вас, видимо, композиция очень, так скажем, вот по поводу критики белых и красных волокон, в большей степени белая. Это может лимитировать только в одном – проявлении специальной выносливости, ну или общей выносливости. Так что, Алексей, надо обязательно лыжные гонки включить в свою подготовку. Да. Нет, простите, я научился только. Вчера начали. Все-таки хорошая капилляризация мышечного волокна, в том числе добавляет объема. В целом, конечно, у вас... Мы единственное, что не посчитали, ну, это сейчас просто не особо возможно, скорости проведения нервного импульса. Но я так, судя даже по кривым, наверное, предугадываю, что у вас хорошо за 100 метров. Считается, что у кого скорость проведения импульса 100 метров в секунду и выше, это априори мастер спорта в каком-то спринтерском или категорическом виде. Вот у вас, я так думаю, очень сильно за. Мы попытались, так скажем, Алексея экспресс-диагностировать на предмет его нервно-мышечной композиции. При этом в тело мы не зарезали. Абсолютно, так скажем, неинвазивными методами, которыми располагает наш научно-образовательный центр. Ну, увидели, так скажем, его возможности по возбудимости нервно-мышечного аппарата, что для спортсменов, особенно вот такой жесткой скоростно-силовой направленности, крайне необходимо. Ну и, так скажем, посмотрели резервы его нервно-мышечного прибора, но я не буду комментировать. Могу лишь сказать, что, конечно же, результаты, скажем, потрясающие. Мы не каждый день видим такие вот результаты, которые проявляют вот наши спортсмены. Мы сейчас разрабатываем систему, скажем, начального профильного тестирования, и как раз вот эта история очень хорошо ложится под нее. Но вы видите, вот сейчас вот ребята здесь как бы током измеряли, значит, есть еще как бы магнитная история, вот, она более дорогостоящая, но она более гуманная, как бы, соответственно, можно тестировать детей и выявить врожденные таланты. Это очень здорово, потому как когда ребенок занимается своим делом, и как бы, соответственно, у него это получается, он склонен воспринимать это как свой собственный выбор. Его защищать и, соответственно, в нем расти. И самое главное, такой человек будет всегда счастлив. И всегда будет любить физическую культуру и спорт. Поэтому, когда вот я сюда пришел, мне было просто действительно любопытно, и я, честно, результат не знал. Но я знал, что не тормоз точно. Вот. Ну, возможно, был бы медленный газ. Я достаточно быстрый газ. Ну, вот вам специалист посоветовал все-таки лыжами заняться. Лыжами заняться, да, ребят. У меня две истории с лыжами. Одна история с горными лыжами, и вторая вот вчерашняя история. Вот, с горными лыжами я как раз примерно, я сам себя посвятил в прыгуны в длину, потому что как-то я не умел управлять ими, а мой мужской гонор заставил меня как бы залезть на самую высокую гору.
Вот. Я не смог управляться и, в общем-то, через трамплин вылетел, на горных лыжах летел где-то метров 15-20, наверное, вот, и, в общем, как бы кроны деревьев меня остановили, вот, я упал, ничего не сломался, но, тем не менее, вот, опыт такой закончился достаточно плачевно для меня, вот. И вчера, в общем-то, я попробовал разные техники бега, прыгания на лыжах, ходьбы, в общем, собственно, понял, что, в принципе, лыжи, походу, не мое, честно, вот. Я вот лучше спокойненько своими ножками потопаю. Вот. На самом деле я бегаю и бегаю в горы, достаточно такие длинные дистанции, по 20 километров могу бежать, не останавливаясь. Поэтому выносливость у меня будет, но вот лыжи все-таки, видимо, знаете, я оставлю их для профессионалов.